Сегодня в России отмечается День ветеранов боевых действий. Это день памяти всех, кто воевал за Россию, выполняя свой долг по защите Родины. Эта дата также является поводом отметить заслуги не только военных, но и сотрудников правоохранительных органов. Слова признательности, уважения к их доблести в этот день выразил глава региона Махмуд Али Калиматов. Цитата: «Для ветеранов боевых действий этот день – глубоко личный повод вспомнить о службе, о неразрывных узах боевого братства и той огромной ответственности, которую они все, прошедшие через огонь испытаний, несут перед Родиной. Ветераны доказали свою преданность Родине не словами, а делом, поступками. Они – наша живая память, наша опора и истинный пример для подрастающего поколения. Крепкого всем здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла, мира и благополучия вашим семьям. С праздником вас, дорогие ветераны!» В Назране продолжаются работы по реконструкции городского пруда и парка имени Карцхала Мальсагова. Благоустройство проводится благодаря победе проекта администрации Назрани во всероссийском конкурсе Минстроя. На реализацию проекта направлено более 130 миллионов рублей. Основной этап по реконструкции пруда завершится в этом году. Строители расширяют набережную, строят фонтан, создают детские и спортивные площадки. Параллельно преображается парк имени Карцхала Мальсагова. Там появится новый фонтан, Wi-Fi и библиотека с ингушской классикой. Прием заявок на участие в программе «Старт бизнеса» продлится до 11 июля. Ее проводит бизнес-акселератор Ингушетии, открытый на базе Академии цифрового развития. Программа продлится 3 месяца. Месяц онлайн-обучения и 2 месяца работы на практике. Участники узнают, где искать идеи для бизнеса, как проверять гипотезы быстро и с минимальными вложениями, а также смогут подготовить свой бизнес-проект. Лучшие выпускники покажут результаты своей работы на сцене большого зала бизнес-акселератора Ингушетии и смогут претендовать на инвестиции фонда «Ангелы бизнеса». Участие в программе бесплатное. В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля Федеральная антимонопольная служба России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны, говорится в заявлении ведомства. Речь идет о плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем тарифы по стране выросли на 11,9%. ФАС напоминает, что индекс в каждом муниципальном образовании принимают местные власти, но на основе федеральных параметров. Антимонопольная ведомство следит, какие расходы учитываются при установлении тарифов. И если найдет недочеты, потребует устранить необоснованные затраты. В России будет создан единый ресурс для мониторинга строений, относящихся к объектам культурного наследия. В нем будут размещены сведения о тех из них, которые нуждаются в восстановлении, чтобы после реставрации они вновь стали доступны для людей, были вовлечены в хозяйственный оборот, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По предварительным оценкам, работы могут затронуть более 1000 объектов культурного наследия, уточнил премьер-министр. Мишустин добавил, что их сбережение важно для нынешних и будущих поколений. Дата, с которой в России начнется рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленная с помощью камер, фото и видеофиксации, пока не определена. Предполагается, что система проверок заработает до 1 ноября текущего года, сообщили в Минфине России. Предложение ввести автоматическую проверку наличия полиса ОСАГО у автовладельцев с использованием камер, фото и видеофиксации публично обсуждалось на заседании Госсовета в апреле. Страховщики полагают, что технических препятствий для ведения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Мошенники придумали новую схему, направленную на российских абитуриентов. Им якобы звонит сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат госуслуг с целью хищения учетной записи. Об этом сообщили эксперты РАНХИКС. В случае отказа выполнить эти требования, мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента вообще никуда не примут. Эксперты подчеркивают, что абитуриенты и их родители должны помнить, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в Олимпиаде или вступительных испытаний.